Что происходит с медициной Абхазии? Какие есть успехи и перспективы? Какие проблемы и есть ли видение, как их решить? Узнали сегодня члены Общественной палаты у министра здравоохранения Эдуарда Будба. А самый первый вопрос, который интересует жителей республики: бесплатная или все-таки платная медицина в Абхазии? Наши близкие часто попадают в больницу, и мы сами там периодически лечимся, то положение дел здравоохранения республики мы все-таки знаем. Вот сдать анализы иногда хочется лучше сразу умереть, чем потом дальше лечиться. Вот эти вещи, это не только моя личное такое, но это население наше всегда спрашивает в общественной палате: вы будете про это говорить или нет? У нас все-таки медицина платная или бесплатная? Министр здравоохранения Эдуард Будба отметил, что сейчас разрабатывается стратегия развития здравоохранения, в которую включен и этот вопрос. Если некоторые медицинские услуги в республике станут платными, больницы будут зарабатывать деньги, которые они смогут направлять на нужды лечебных учреждений. Вот это не значит, что мы сейчас возьмем и все вместе там введем и скажем: вот здесь за все надо платить. Надо очень аккуратно подойти к этому вопросу, который неоднозначную реакцию может вызвать в нашем обществе, потому что сегодня мы понимаем, что есть определенные ситуации, когда она априори как бы ситуация бесплатная, но по факту она имеет какие-то такие последствия, которые, мы же говорим открыто, я шамия, вот, поэтому тут мы хотим тоже подойти к вопросам, допустим, инструментального контроля. Если мы сделаем, допустим, КТ, МРТ, какие-то услуги там в платных палат, условий. Почему нет, если человек хочет получить эту услугу? Как в Российской Федерации приехал, допустим, в клинику: я хочу отдельную палату, я, условно говоря, хочу какие-то условия. Это его право. Или там, допустим, пойти по пути лабораторных исследований. Мы в этом направлении тоже занимаемся. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Виталия Смыр, давно пора узаконить платные услуги в медицине, чтобы упорядочить этот процесс. Это надо узаконить. Если мы этого не сделаем, мы играемся, мы все время говорим, все же мы знаем, что за все мы платим. Платно, не платно. К сожалению, это будет и для нас удобно. Вот какую категорию определить: инвалиды, участники Великой, они тоже спокойно, чтобы могли прийти 7 погибших. А другие, у кого есть возможность, вот мы ездим в Россию, в Москву, хочешь, пожалуйста, одноместные, с удобствами, ты заплатил и пошел. Не хочешь, идешь, как и все, спокойно в очереди стоишь, даже эти стенды, чтобы ставить и так далее. Также интересует общественников кадровый вопрос в медицине. Почему Абхазия каждый год, отправляя в медвузы своих студентов, страдает от нехватки врачей, особенно узкопрофильных специалистов? Меня вот лично беспокоит те студенты, которые выезжают по лимиту, потом уже где-то вот на том курсе, где они должны выбрать профессию, вы мониторите или нет те именно направления, которые у нас, собственно говоря, не хватает. Не хватает, я прежде чем сюда прийти, тоже как бы выясняла для себя. Вот, например, в Гудаутской больнице вообще нет анестезиолога, говорят. И какие-то такие вот профильные, очень дефицитные направления в медицине, врачи, да. По словам Эдуарда Будба, просто получить специалиста с дипломом недостаточно. Врач должен наработать опыт в российских больницах, тогда он станет еще более ценным кадром в республике. Некоторые наши студенты уезжают, ординаторы, и потом не возвращаются сразу. Это действительно наболевшая наша тема. Я вам объясню несколько факторов, которые приводят к тому, чтобы они там оставались. Во-первых, зарплаты российские несопоставимы с нашими местными зарплатами. Во-первых. Во-вторых, когда специалист едет в российскую клинику и получает там профильное базисное образование для того, чтобы состояться как специалист, он не может просто закончить и вернуться. Он будет не такой специалист, который может принимать какие-то правильные решения. Вы согласны со мной? Он должен получить практику. Он должен, я иногда даже там иду на то, чтобы в аспирантуру они. Там руководителю вчера письмо пришло, что мы, допустим, просим вас, вот такой хороший студент, там девушка, пусть она останется в аспирантуре, защитится и будет уже там, тоже приятно, когда мы понимаем, что в этой области узкопрофильных специалистов у нас не хватает. У нас не хватает детских неврологов, у нас не хватает детских хирургов, офтальмологов, у нас не хватает очень много специалистов. Кроме того, не все студенты хорошо учатся, а ведь за их учебу платит государство. Некоторые, скажу вам честно,
очень плохо учатся наши студенты, а государство за них платит. А потом они опять хотят после академии выходить. Я вызываю родителей и говорю: послушайте, вот ваш студент, вот такие я запрашиваю у ректора оценки. Если ваш сын или ваша дочка не будет так учиться, вы будете платить из своего кармана семейного. А когда вы заплатите по 400, по 500 тысяч рублей, там, условно говоря, за год, за следующий год ваш сын и дочка очень будут хорошо учиться прилежно, потому что значит будут, что эти финансы идут из семейного бюджета. Пока нет документа, который бы юридически обязывал студента вернуться на родину, ничего не может гарантировать того, что по окончании вуза новоиспеченный медик приедет работать в абхазскую больницу, говорит Будба. Когда человек не имеет юридическую подпись, что я обязуюсь вернуться, да, наверное, к этому вопросу мы тоже должны как-то системно подойти по государственному. На вопрос о том, как глава Минздрава относится к абортам по медицинским показаниям, Будба ответил, что такую норму необходимо ввести, но решение этого вопроса не зависит от министерства. Как доктор я понимаю, что есть медицинские показания для прерывания беременности. Что вы для этого делаете, чтобы решить эту проблему? Сегодня это решается не на уровне Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения должно писать об этом и говорить. Да, пока на сегодняшний день вот так все это и осталось. Также Эдуард Будба рассказал о том, что в самом скором времени будет установлен ангиограф. Доложил о том, какие суммы на какие целевые программы выделены, в частности, Россией, а также о планах и перспективах. Марианна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ.